Плач ребенка-симулятора на языке врачей, простыми словами, человеческого манекена. Именно на нем медики отрабатывают навыки для оказания медпомощи, начиная с малыша и заканчивая взрослым. Обучающий симуляционный центр – это прекрасная возможность предотвратить возможные ошибки, от которых не застрахован ни один врач. Делегация Министерства здравоохранения во главе с первым заместителем министра Умаром Байсаевым приехала в Томск, чтобы перенять опыт своих коллег. У нас симуляционный центр, значит, на базе медицинского университета. Университет. Но мы работаем... У вас когда? 10-й год, тогда же как 10-й год. 31 декабря 2010 года. Уникальность данного центра заключается в том, что он работает при Сибирском государственном медицинском университете. Тем самым врачи и заодно педагоги легко совмещают два направления деятельности. За 3 дня чеченская делегация успела побывать на Конгрессе здравоохранения, посетить инженерный центр, где проводятся работы по адаптации медицинской информационной системы под специфику региона. В этой сфере уже в нашей республике уже эта работа ведется, но у нас планируется в республике открытие этого центра, поэтому мы и посещали с этой целью ознакомиться с их работой. Симуляционный обучающий центр, на базе которого проходит обучение и их специалисты, и специалисты со всей России. Этих центров в России такого масштаба 2. Один из них находится именно в Томской области. Здравоохранение Чечни – это более 3000 врачей, 9000 среднего медперсонала. В среднем обеспеченность кадрами 32 врача на 10 тысяч населения. И прирост кадров в этом году – 72 человека. Организовывался он изначально медицинский факультет Государственного университета императорского. Ну и по большому счету, наверное, порядка 90% профессоров, которые сюда приехали, это была питерская школа. И мы на сегодняшний день продолжаем трудиться именно питерской школы. В Сибирском государственном медицинском университете Умару Байсаеву рассказали об его истории. Созданной по указу императора Александра II, он сегодня гордится своим преподавательским составом. Уже достигнуты договоренности. В ближайшее время запланирована поездка до 10 докторов университета в республику для оказания безвозмездных услуг по обследованию и консультациям остро нуждающихся жителей региона. Левтина Банадыкова, Муслим Типаев, Зелим Закаев. Новости.